А хрен там. А монитор будет на стадионе, нет? Монитор на стадионе будет? Он не работает. Доброго дня, уважаемые болельщики, дорогие любители русского хоккея. Мы начинаем трансляцию из Сыктывкара, где через несколько минут сыктывкарский строитель сразится с казанским «Динамо Казань». Здравствуйте, друзья! Сегодня с вами этот матч будут смотреть комментаторы Алексей Карпов и Александр Шавкун. Мы в прямом эфире на Ютубе, на сайте информационного агентства БНК и в сообществе БНК ВКонтакте. Я думаю, в сообществе строителя, да и в группе «Динамо Казани» тоже есть ссылочка, наверное, на нашу трансляцию. Так что ждем начала игры. Смотрим, как собираются на трибунах первые болельщики, которые не побоялись довольно прохладной погоды. У нас сейчас в Сыктывкаре минус 18. Ну что, 18 градусов для настоящего любителя русского хоккея. Это так, мелочи. Да, это... особенно для сыктывкарца, для северных людей. В минус 18 градусов сыктывкарцы ходят по улице и едят мороженое. Да, это точно. Вот самые стойкие уже заняли свои места на трибунах. Народ еще прибывает, так что я думаю, матч, так сказать, болельщики не обделят вниманием этот матч. С другой стороны, чем меньше болельщиков на трибунах, тем больше на нашей трансляции. Тоже верно. Закон сообщающихся болельщиков. Да, интересная теория. Немножечко физики, да? С другой стороны, сегодня рабочий день, поэтому неудивительно, если некоторые задержатся. Кто-то, возможно, добирается с другого конца города на игру, поэтому будем смотреть, как заполняются трибуны. Ну, не всем везет работать на хоккее с мячом, как нам с вами, Александр, да? Хотя, наверное, многие бы хотели попробовать себя в новой роли. Красивая картинка. Красивая, тут ничего не скажешь, но надеемся, что и хоккей будет соответствовать ей под стать. Сегодня встречаются соседи по турнирной таблице. У «Динамо Казани» 7 очков, у сыктывкарского строителя 3 очка. И борьба ожидается упорной. Что можно сказать? Вот когда еще выигрывать строителю в Суперлиге, если не сегодня? Правильно? То есть соперник подходящий, своя площадка, поэтому... Если строитель хочет радовать своих болельщиков результатом, то сегодня отличный момент для этого. И мы верим в наших ребят, что им удастся прервать эту серию из нескольких поражений. Ну, где-то поражений 10. Небольшая серия. Да.
ну, достаточно неприятная, но в то же время грех в чем-то обвинять сыктывкарских хоккеистов. Соперники у них были очень сильные, лучшие команды страны. Что неудивительно, ведь мы играем в Суперлиге. Если брать результаты сыктывкарского Строителя и Динамо Казани, то в этом сезоне стороны уже 2 раза встречались друг с другом. В Суперлиге в матче, который прошел в Казани, Динамо взяло вверх со счетом 6-1. При этом после первого тайма была ничья, но на второй тайм у сыктывкарцев не хватило сил. Единственный мяч в составе Строителя забил Максим Немцев, а у Динамо отличались Веселов, Слаутин, Вахрушев, Ибрагимов и дважды Воробьев. А в Кубке страны, который прошел в сентябре этого года, на первом этапе Кубка, который был в Ульяновске, Динамо и Строитель выдали результативный матч 6-4. Вверх взяли снова казанцы. И там у Строитель забивали Ваюшин, Власюк, Зубарев и Шибонкин. Пока что, получается, 2 игры из 2 в этом сезоне Динамо выиграла. Пора, в общем, прерывать и эту тоже не совсем приятную серию. Ну, эти 2 игры были выездными для Строителя, тоже стоит отметить. Поэтому домашний матч — отличный шанс для этого. Домашний матч, и как не повод вспомнить гимн сыктывкарского Строителя, в котором громогласно заявляется, что ничего на свете лучше нету, чем громить казанскую ракету. Динамо Казань — это, как вы знаете, это бывшая ракета. Вот, так что будем ли мы сегодня громить ее, узнаем в течение ближайших 2 часов. Но если заглянуть в принципе в историю противостояния команд, то не так уж и часто удавалось сыктывкарскому клубу громить своего соперника. Я, наверное, сказал даже наоборот. Например, в последнем до текущего года сезоне Суперлиги Динамо со счетом 8-1 выиграла у Строителя. Ну и, в принципе, до этого в сезонах 7-го, 8-го и раньше казанцы уверенно брали верх в родных стенах. И только вот матчи в Сыктывкаре все равно приобретали оттенок такой яркой, страстной борьбы. И Сыктывкар дома был неуступчив. А вот мы как раз слышим этот гимн. И команды выходят на лед. Выходит Сыктывкарский Строитель. Казанская ракета у нас уже прозвучала в эфире. Ну, я думаю, что многие болельщики из Казани до сих пор называют свою команду ракетой. Не все еще приняли название «Динамо Казань». У Сыктывкара тоже было в свое время «Динамо Сыктывкар» название. 1 сезон оно выдержало. И вернулись к варианту Строителя в Сыктывкаре. Вот и казанцы выходят на лед. Команды все предельно собраны. Тяжелый будет матч. Тяжелый для обеих сторон. Я думаю, что раз нам показывают плашечку с составами, наверное, самое время поговорить как раз о них. Да? Начнем со Строителя, пожалуй. В воротах сегодня Максим Шакиров, номер 20. Полевые игроки. Роман Бояринцев, номер 5. Иван Кораблин, номер 3. Максим Немцев, номер 44. 91-й Никита Свиридов. 77-й Сергей Шибонкин, капитан команды. 37-й возвращение после травмы Евгений Леухин. Номер 8-й Артем Лихачев. Номер 71-й Антон Оппенлендер. Номер 23-й Максим Зубарев. Номер 93-й Денис Садак. Запасные игроки. Номер 90 Денис Гутаренко. Номер 7 Никита Агафонов. Номер 10 Михаил Солидков. Номер 12 Ренат Зиганшин. Номер 21 Сергей Елфимов. Номер 70 Максим Медведь. И долгожданное возвращение после травмы. Номер 29 Александр Ваюшин сегодня в заявке на игру. И уверен, что мы его на льду сегодня увидим. О составе «Динамо», наверное, чуть поговорим попозже, потому что сейчас будет пауза небольшая в представлении команд. Ну и, конечно же, хочется отметить, что главный тренер сыктывкарского Строителя Павел Яковлевич Франц. Судейская бригада Григорий Минаев, Санкт-Петербург. Ну, гимны, простите.
Так вот, отгремели гимны Российской Федерации Республики Коми. Продолжим. Главный судья матча Григорий Минаев, Санкт-Петербург. Помощники арбитра Григорий Бабашкин, Ярославль. Дмитрий Сухандяевский, Северодвинск. И резервный арбитр Юрий Габов, город Сыктывкар. Состав «Динамо» Казань. В воротах Виктор Яшин, номер 27. Полевые игроки. Антон Орловский, номер 3. Сергей Обухов, номер 9. Денис Лаутин, 12. Максим Семенов, 21. Артем Платонов, номер 23. Олег Рязанов, номер 26. Игорь Батманов, номер 66. Евгений Перевозчиков, номер 77. Алексей Веселов, 89. Рамиль Ибрагимов, номер 91. Главный тренер команды Сергей Фирсов. Запасные игроки. Александр Темников, вратарь, 85. Константин Поскребышев, номер 5, Алексей Воробьев, номер 8, Дмитрий Вахрушев, 30 номер 86 Виталий Усов и номер 94 Иван Дицура. Ну, говоря о составах, я думаю, в первую очередь стоит отметить возвращение сыктывкарцев после травм. В последних матчах главный тренер команды Павел Франц очень сетовал на нехватку обоймы, нехватку скамейки. И вот надеемся, что... Мы видим по стартовым протоколам, что сегодня скамейка у Строителя даже больше, чем у Динамо. Да, такого давно мы не помним на играх Строителя, даже на домашних. Ну, Динамо Казань, как вы знаете, в Сыктывкар приехала на автобусе. Это практически половина суток, даже больше. Можно только представить, какой выдалась нелегкая эта дорога для казанского клуба. Но, тем не менее, по меркам Суперлиги это еще довольно близко находится. Да, столицы Коми и Сыктывкара до Татарстана. Казани. То есть ничего такого страшного По сравнению нет. с сибирскими командами. Ну, я думаю, в Сибирь на автобусе мы и не ездим, да? Вот, ну, что можно сказать еще по составам? Это бросается в глаза Виталий Усов, номер 86, сейчас он пока на скамеечке запасных. Это игрок, который провел прошлый сезон в Сыктывкарском Строителе, да, молодой игрок, вместе со Строителем выигравший высшую лигу. А сейчас мяч в центре поля будет, и Динамо Казань начнет игру. Вот. Но это, конечно, не единственный игрок, который связан между этими командами. Я думаю, многие понимают, о ком идет речь. Вот матч начался. Конечно, стоит смотреть, обратите пристальное внимание на номера 77-го Евгения Перевозчикова. Это человек, который в Строителе отыграл не один сезон. Это хороший друг и Павла Яковлевича Франца, и тренера команды Александра Юрьевича Мальцева. Карьера начиналась у опытнейшего хоккеиста в Кировской родине. И первый сезон... Подождите, куда мы спешим? Рано еще до неприятных моментов, Александр. Давайте про Евгения Перевозчикова договорим. Да, рассказывайте, Алексей. Да, так вот, в сезоне 2001-2002 играл Евгений Перевозчиков за Строитель. Потом в сезоне 2005-2006 и в сезоне с 2008 по 2010 год. То есть, можно сказать, 4 полноценных сезона хоккеист провел в Сыктывкаре. Не чужой для нашего клуба хоккеист, а вот нарушение правил в центре поля на наших сыктывкарских ребятах. До ворот далеко. Ну, можно что-то придумать и отсюда. Конечно, не прямой удар, а розыгрыш. Но мы видим, что сыктывкарцы не форсируют события, предпочитают пока контролировать мяч. Это 71 номер, это Антон Пенлендер с мячом был. Пас налево, 91-й Никита Свиридов, игрок, который пришел в состав Строителя в декабре. В конце даже декабря прошлого года влился прямо перед матчем с Кузбассом. Ну и на счету Никиты Свиридова уже 3 мяча в чемпионатах России за Строитель. И все они в воротах Кузбасса. Как раз и в выездной игре, и в домашней удалось поразить ворота кемеровчан нашему игроку. Да, еще стоит отметить, что у Строителя сейчас такая неприятная серия. Уже 3 тайма сыктывкарцы не могут забить. То есть в прошлом матче с Енисеем 90 минут и второй тайм игры с Кузбассом 45 минут тоже не могут отличиться. Да, есть такое, но при этом самая незабивная команда Суперлиги — это как раз «Динамо Казань». Да, такая любопытная момент. Казанцев, да, 26 забитых мячей, из которых 6 пришлись на долю Сыктывкарского Строителя в матче в Казани. А Строитель, наоборот, самая пропускающая команда Суперлиги. То есть, если можно так выразиться, коса на камень, но немножечко
острый камень и немножко затупленная коса. Если метафорически выражаться. Ну, смотрим пока за игрой. Я думаю, что тут разведки никакой не будет. Команда уже с первых минут показывает свою готовность и заряженность на борьбу. Да, рассчитываем на интересный матч, на такой бой таких примерно равных соперников, где все может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Равных соперников, которые друг друга знают довольно давно. Вот, например, опять, если возвращаться к Евгению Перевозчикову, то вместе с защитником строителя Романом Бояринцевым они вместе играли на чемпионате мира по хоккею с мячом среди юношей в Швеции еще в 1994 году, Александр. 24 года назад. 24 года знакомы этих хоккеистов, ну это как минимум. Вот. Да, Тогда они... вызывает уважение. Тогда вот по признанию Евгения Перевозчикова чемпионат запомнился не только поездкой за границу, но и тем, что шведы в подставе такое подложили свинью хоккеистам сборной России, которых обыграли на предварительном этапе. Проиграли еще дополнительно финнам, и в итоге россияне только за 3-е место сражались с командой Казахстана. В общем, некорректная спортивная, даже не спортивная борьба со стороны сборной Швеции в 1994 году была. Я думаю, мало что изменилось. И шведы, и русские готовы в любой момент сопернику подставить подножку. Но пока в этом матче без подножек находится, да? Без нарушения не правил. спеша начали команды в целом, но я думаю, события последуют уже скоро. Но темп игры, в принципе, неплохой. То есть не спеша, но и медленно эту игру тоже нельзя назвать. На 23-й номер. Вот Проход во флангу, опасный момент! Что вы делаете? И гол! Гол! Все-таки добились своего Вот сыктывкарцы. она, серия прервана. 5-я минута, гол. Сейчас мы увидим повтор. Там и вратарю серия пришлось рикошетов. потрудиться, Да. и наши игроки на добивании уверенно сыграли. Уверенно сыграли, переправили мяч в ворота. Вот смотрим повтор эпизода. А выход 1-1. Здесь вратарь выкатывается из ворот. И на добивании номер 23. Нет, уже даже не 23, 93, по-моему, забивает Денис Садаков. Да, он помешал казанскому хоккеисту отбить мяч от своих ворот. Да. Подкараулил. Денис Садаков отличается. Лидер сыктывкарского строителя по системе гол плюс пас в этом сезоне. Для Дениса это уже 7-й мяч. Простите, даже не лидер. Лидер у нас Максим Зубарев. 7-й мяч и 7 голевых передач у Дениса в этом сезоне. Довольно неплохие показатели для полузащитника команды из низа турнира таблицы. Да? Был бы Денис Садаков, например, в Красноярском Енисее, то 7+7 мы бы говорили, наверное, не оптимальный результат, да, а для строителя это очень даже хорошо. Если раз пошла речь о гол плюс пас, то у «Динамо» Казани лидером является Рамиль Ибрагимов, у него 8 мячей, 1 передача, и Алексей Воробьев, у него 4+3 соответственно, то есть вы понимаете, что даже по этому показателю сыктывкарцы превосходят казанцев-то. Есть более такие яркие выраженные мастера в составе клуба, которые делают результат. Но, конечно же, если мы говорим про мастеров, то никого опытнее, титулованнее, чем Сергей Обухов, капитан Казани, не найти и просто придумать вообще нереально. Да? Сергей Обухов — это человек, настрелявший 1000 мячей в Суперлиге, человек, который в Швеции несколько сотен мячей забил за фаулом. 5-кратный чемпион мира, если я не ошибаюсь. Да, 5-кратный чемпион мира, 4-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов. Человек-легенда, живая легенда. Я думаю, тут только остается позавидовать спортивному долголетию Сергея. Ну а мы смотрим, как сыктывкарцы начинают очередную атаку. Судья увидел нарушение правил. Ну, скажем так, оно там и было. Да. Можно увидеть, если даже его и не было. Это тоже верно. С мячом сыктывкарский клуб. 37-й номер. Был только что Евгений Леохин, вернувшийся после травмы. Наверное, не хватало Евгения в матче против Енисея. Но вот грубая ошибка сыктывкарских защитников. Обрезали. Но
Но головой все равно. Это 77-й номер был с мячом. Как раз Евгений Перевозчиков, да, уже о котором речь шла в сегодняшней игре. Читали накануне вот большое такое интервью, в котором он рассказывал и про годы выступления в Сыктывкарском клубе. И в одном из текстов даже признавался, что поддержит отношения с ребятами, с тем же самым Александром Мальцевым. Смотрим подачу углового. Удар поворотом. Мимо. Проходит мимо. Такой хороший быстрый гол для уверенности сыктывкарцев в своих силах. Ну, главное, чтобы не было уверенность, не переросла в самоуверенность, конечно. Да, то есть чего не хватает в этом сезоне с сыктывкарцем, это, конечно, концентрации на протяжении всех 90 минут игры. Где-то это связано с возможностями скамейки, где-то, возможно, какая-то расслабленность, как, например, в игре с Кузбассом мы видели в начале второго тайма. Поэтому нужно быть внимательными предельно с первой по 90 минут. Ну, не только концентрации, но, конечно, запаса сил не хватает, но в матче с Енисеем дали отдохнуть лидерам клуба. Побегали у нас молодые хоккеисты. Зиганшин, Сергей Елфимов, Максим Медведев выходил в основе, как помните. Никита Агафонов получил, наверное, уже практически под полчаса игрового времени в той встрече. То есть, сыктывкарцы готовились именно к Казани, может быть, и к Ульяновску в том числе, да. Но на Енисей выходили с мыслью просто, как признался Павел Яковлевич, с мыслью никого не потерять, не получить новые травмы, поберечь силы. Ну и мы видели то, что в грубые стыки не шли хоккеисты Строителя в той игре. Напомним, матч завершился со счетом 0-10. Победили, естественно, ведущая команда российского хоккея с мячом, лидеры турнирной таблицы. Ну, все о наболевшем, о 0-10, о 0-10. Да, но... Давайте вот здесь тоже вот на табло единичка и 0, и сегодня они пока что больше радуют, чем в прошлый раз. Согласен. Может, мы сегодня 10-0 выйдем, кто знает. Главное, что удалось наконец-то прервать эту голевую засуху, да. Хоккей с мячом не забивать полтора тайма, это... Полтора матча. Полтора матча, да. 3 тайма. Полтора матча это непростительно, наверное, для болельщиков тоже. Но ведь были моменты, главное, да. И сегодня тоже еще только начало игры, вот 10 минут позади. Моментов будет много. По правому флангу пытался прорваться 77-й номер, это капитан команды Сергей Шибонкин. Там довольно жестко встретили его казанцы, перехватили в итоге мяч. И пытаются сейчас открыть свою атаку. 8-й номер с мячом. Это Алексей Воробьев. Продолжается атака казанского клуба. Дальняя передача. Находит она своего адресата. Пытается сейчас войти 77-й номер в штрафную. Ушел у нас от Кораблина и... Угловой, наверное, да, сейчас должен? Или свободный удар? Выпрашивает игрок гостей угловой. Не, там свободный удар. Нарушили правила все-таки, да. Все-таки судья оставляет мяч. Сергей Обухов. Прострел или даже это полуудар. Ну, все-таки, наверное, прострел был в штрафную. Принимают на себя хоккеисты Строителя. Выбивают мяч далеко на чужую половину поля. Постарались, тоже надо уметь. И Казань начинает новую атаку. Так, медленно, уверенно, да, как эстонские рабочие. Пас идет снова, пытается правым флангом атаковать, но не точно. Кораблин. Кораблин бросает в прорыв, видимо, казанского хоккеиста, потому что пас получился неудачным. По левому флангу атака. В центре вот сейчас один игрок Казани, 30-й номер был, Дмитрий Вахрушев. Но мяч до него не дошел, отработали наши защитники. Максим Шакиров начинает новую атаку Строителя. Продолжается на левому флангу. Да, все-таки мяч сохраняют сыктывкарцы, но недолго. Такая игра идет обоюдо острая, но потерь у обеих команд достаточно. Леухин продвигается сейчас по центру наш защитник, сбивает его казанцы. И нарушение правил, да? Дает арбитр свободный удар Сыктывкару. Евгений Люкин — это воспитанный кировского хоккея с мячом, пришедший к нам в текущее межсезонье. Ну и довольно скоро Евгения и еще нескольких хоккеистов ждет возвращения на родину. Строитель едет в гости к кировским
кировским соседям. Но это будет после домашних игр с Казани, вот, который идет сейчас, и с Ульяновской Волгой. Соседи тоже по турниру таблицы, сыктывкарцы с кировчанами. Если сыктывкарцы хотя бы один матч смогли выиграть у Зоркова, то Родина пока что без очков идет в турнирной таблице. И более того, я знаю, что кировчане тоже с нетерпением ждут матчи со Строителем, понимая, что для них это тоже шанс набрать первый балл. Вот смотрим, опасная атака Казани по левому, по правому флангу. Проходит снова 77-й номер, снова Евгений Перевозчиков, очень активен. И ветеран команды, ветеран хоккея с мячом, 39 лет уже ему. В первых минутах, ну, видимо, принципиально забить в Сыктывкаре для многоопытнейшего хоккеиста. Да, пока с мячом Казань. Пожалуй, минут побольше она мячом владеет, но опасности никакой это не несет в большинстве случаев. Как по мне, пусть они хоть весь матч мячом владеют, лишь бы проиграли. Вот от ворот Сыктывкарский Строитель. Да, пока вратари в игре, но преимущественно вводят мяч как раз-таки от своих ворот. Практикуют свои навыки игры в боулинг наши голкиперы. Да. Пока Снова так. Иван Кораблин, дальнюю такой диагонали. Заброс. Вот чуть не ошибся Виктор Яшин, вратарь команды Казань на выходе из ворот. Хоккейная, не хоккейная, прости, вратарская фамилия голкипера Казани. И он сам признавался не раз, что с такой фамилией просто обязан был вставать и играть на воротах. 34 года вратарю Динамо Казани. Играл за СКА «Нефтяник». И только вот перед этим сезоном пополнил ряды казанского клуба. А из Казани, наоборот, в Сыктывкар ушел второй голкипер сегодня. Это Денис Гутаренко. Он сегодня на скамеечке запасных, но матч с Енисеем проводил в основе, напомню. Показался с лучшей стороны, но 10 мячей пропустить, наверное, тоже серьезный психологический удар по любому человеку. А вратари, как известно, персоны, так скажем, слишком душевно тонкие. Посмотрим, атака Строителя. Неплохо Убегает прорывается по флангу. как колобок. 91 номер, Никита Северидов. Где-то там все-таки лиса из Казани повстречалась, и пройти штрафную не удалось нашему хоккеисту. Смотрим дальше. Олег Рязанов с Прессингует мячом, Строитель. пас назад. Орловский на 23-го, на Платонова. Он избавился довольно быстро от мяча. И пытается сейчас Казань выйти в атаку, найти слабое место в обороне Строителя. Ну, может быть, это дальняя диагональ, да? Но не удалось обыграть защитника. На хоккеисту Казани там Максим Немцев уверенно сыграл, не дал пройти себя. Как в детском хоккее, да, хотели пройти Да, слишком игрока Строителя. легко рассчитывал это сделать казанский Ну, хоккеист. Раз речь о детском хоккее, то стоит поздравить сегодня команду Сыктывкара 2003-2004 годов рождения. Обыграли буквально 2 часа назад со счетом 3-1 в упорной борьбе Нижегородец. И практически сделали, можно сказать, хороший шаг к тому, чтобы выйти в финальный этап первенства страны по этому возрастному. Ну, для этого нужно обыграть завтра еще Краснотуринский «Маяк». Также в группе Запада обеспечила себе путевку Кировская Родина. Ну и старт тоже, на самом деле. 3 команды старт и Родина уже вышли, и сыктывкарцам нужно одержать победу, чтобы составить им компанию. Смотрим, Сергей Обухов с мячом. Забивает его сыктывкарцы. Ну, никакого уважения, да, к опытнейшему мастеру. Да, ну такие пока у нас нарушения правил незначительные, удалений нет. Ну, зато уже 17 почти минут позади. Вот свободный удар сейчас будет капитан казанцев подавать. Болельщики Ну, на это быстрый трибунах, розыгрыш. мы видим, закутались. Сегодня, конечно, погода такая неприятная. В этом году таких морозов в республике еще не были, да и в декабре, наверное, тоже. Александр, вы сейчас пугаете болельщиков, зрителей у экранов морозами 18 градусов. Несерьезно все-таки, мне кажется. Давайте уж скажем прямо 30.
Это нам обещают через пару дней. Через пару дней вот Ульяновск приедет к нам в гости. И пусть... Наверняка они смотрят эту игру. Ну, Или будут смотреть. ну или просто прогноз погоды посмотрим. Да? Там будет похолоднее, обещают нам синоптики. Но на поле зато горячо. Как бы ни было холодно на улице, на поле сейчас горячо. Светокар с мячом Максим Зубарев дает прострельную такую передачу на Лихачева 8 номера. Перевод направо. Немного не удался. Неточная передача. И казанцы вводят мяч в игру. По центру поля идет проход. И падает. Судья показывает, что можно продолжать игру. Дмитрий Вахрушев это снова был. И Строитель разгоняет свою атаку по центру пока, но сразу же потеря мяча. И на разгон атаки это не сильно, конечно, походило. Не хватает пока скорости и быстрых передач для разгона, чтобы соперник не успевал за сыктывкарцами. А пока что Казань успевает перегруппироваться, перестроиться, закрыть свободных игроков Строителя. И нарушают правила казанцы далеко-далеко от своей штрафной площадки, поэтому все свободные удары, которые Строитель разыгрывает, пока не опасны и, в общем-то, даже не могут таить в себе опасность. Удары голевые, результативные, метров 40, это для хоккея с мячом редкость. Но тоже бывают, конечно, никто не может поспорить. И сыктывкарцы забивали не раз, и пропускали свои ворота тоже. Много таких памятных мячей. Мяч 40 около того метров, это всегда красиво и запоминающееся. Вот казанцы были в атаке. Упускает нападающий гостей мяч за лицевую линию, и от ворот Максим Шакиров снова вводит мяч в игру. Видимо, просит повторить. Мы слышим сыктывкарских болельщиков. Дают о себе знать они. Александр, вы слышите голоса? Надо к экзорцисту сходить. Артем Лихачев, 70-го номера. Максим Медведь у нас на поле вышел. Видим. Ну, сыктывкарцы видят, что казанцы довольно высоко встречают, не дают возможности сделать быстрый разрезающий пас и предпочитают подержать мяч наши игроки, чем делать рискованные передачи. Снова Максим Медведь пытался залезть в штрафную площадку. Довольно уверенно игроки обороны Казани в данном моменте сыграли. И вот снова потеря у Казани. Удар, 37-й номер. Это у нас как раз Евгений Леухин, защитник команды. Пришел на помощь нападению. Пробил опасно, но мимо ворот. Снова прессингует Строитель, и только длинной передачей Казань выбивает мяч в чужие владения. Ну, тут никого нет. Вот смотрим сейчас за повтором этого момента. Вот Леухин заставил вратаря прыгнуть. Даже не прыгнуть, наверное, упасть в левый от себя угол. Но мне кажется, что Яшин контролировал, да, видел, куда летит мяч. И не позволил бы тому залететь в ворота. Борьба за мяч идет в центре поля, да, почти это свечки. Снова не может борьба. никак опуститься мяч на лед. Борьба на каждом участке. Как будто бы у нас секция греко-римской борьбы. В атаке снова Строители. Нарушение правил на 71-м номере на Антоне Пенлендере. У Антона в этом сезоне уже 6 забитых мячей. Довольно тоже неплохой показатель для полузащитника. Ну, очень хотелось бы, чтобы забивали у нас нападающие, но с другой стороны, у нас нападающий номинальный сейчас только один, это Михаил Солидков. Владимир Власюк травмирован, мы сегодня с ним снова пообщались перед игрой. Где-то 2 недели он еще пропустит, поэтому в Киров Сыктывкарский Строитель, скорее всего, поедет без него. Ну, Никита Агафонов есть еще в составе. Ну, конечно, вряд ли его выпустит Павел Яковлевич
в начале матча. Может быть, только в концовке, когда уже и защита Родины, простите, уже Динамо Казань, забегаем вперед, защита Динамо Казани будет немножко так уставшей, потрепанной, замученной. А вот сейчас, да, это просто моментище был у наших ворот. Да, выход 1 на 1, и на месте голкипер. Конечно, не дали выйти, как хотел хоккеист Казани, да, то есть срезали, Да. стали срезать угол, и Максим Шакиров закрыл ближний. Но все равно мяч-то летел в створ, и мог сейчас игрок казанского «Динамо» счет сравнять. Угловой подает Казань. Все равно опасная ситуация продолжается. Будет сейчас Удар. удача! И где мяч? И Где мяч вылетает мяч в ворота. да, показывает судья на центр. Защита на этот гол. 1-1 на 24-й минуте. Сравнивает счет Казань. После слова смотрим на повтор этого эпизода. Вот, розыгрыш и 12 номер, да. 12 номер. Денис Слаутин посылает мяч в ворота. 1-1. Да, вот так вот в середине тайма Динамо сравнивает счет. Он показывает там, что, видимо, попал мяч и переправил его Рамиль Ибрагимов. Да, он на добивании там ждал мяча. Не совсем понятно было по повтору, все-таки первым ударом мяч летел в ворота или с добивания, или с какого-то рикошета. Ну, у нас с вами, Александр, к сожалению, не такое зоркое зрение, как у арбитров, которые присутствуют буквально в метре от эпизода. Поэтому нам остается только поверить тому, что увидели и арбитры, и режиссеры. Да, гол записан на Рамиля Ибрагимова. Для него это 9-й мяч в чемпионате. И лучший снайпер «Динамо Казань» на сегодняшний момент. Удаление сейчас в составе Казани. Обидно было, конечно, пропустить такой мяч. Но есть время. Даже в этом тайме, чтобы не просто забить, но и уверенно себя почувствовать на поле. Но вот не такими моментами, на своей да. половине поля. И Казань сейчас удары за пределы штрафной. Защитника попадает. Эпизод продолжается с острого угла в руки вратарю. В руки вратарю летит мяч. Снова Максим Шакиров занял выгодную позицию, закрыл ближний угол, быстро ввел мяч в игру, и могла развиваться контратака Строителя, но погасла в своем зародыше. Да, в составе Динамо удален Игорь Батманов за задержку соперника. Молодой достаточно хоккеист, 23 года ему, всю карьеру провел в Казани, в основной команде, в дублирующей. Воспитанник, собственно, казанского хоккея с мячом. Есть эта возможность небольшая, имея небольшое, опять же, численное преимущество, прийти в себя нашим хоккеистам, не дрогнуть, да, чтобы не последовало, как бывало уже не раз в этом сезоне, такое проседание по ходу матча, и да, мячи один за другим влетали в ворота Строителя. Но мы видим, что все хорошо у наших хоккеистов. Вот Артем Лихачев пошел в атаку, падает. Не без помощи игрока из «Динамо», не без помощи. Судья это видел. Да, свободный удар назначают арбитры, но здесь удаления не будет. А жаль, честно, жаль. Должны наказывать за такие моменты. Вот сейчас смотрим еще одна ситуация. Так, наглеют немного гости. Ну, здесь, наверное, конечно, случайно, но довольно болезненно досталось Максиму Зубареву, и от того, что случайно ему легче не станет. Да? Вот если «Динамо Казань» сейчас пропустит мяч второй, тогда Максиму Зубареву точно полегчает, мне кажется. Вот Алексей Воробьев удален, полузащитник, раз в этом эпизоде. Да, «Динамо» и Казани. «Динамо» сейчас в девятером остается. Вот сейчас, в принципе, еще был такой момент, тянувший на нарушение правил. И да, с нами соглашаются арбитры. Быстро розыгрыш, Строитель, свободный удар. Но, наверное, нужно было подождать. Куда спешить? По центру ворот же был розыгрыш. Хоть и далеко. Ну вот показываю, да, повторить. Все равно решили просто оставить контроль у себя, не рисковать сыктывкарцы. Снова Евгений Люхин с мячом на левом фланге. Отдает мяч ближайшему защитнику. И Строитель пытается сейчас найти свободную зону для атаки.
По центру. По центру будет сейчас попытка пройти. Смотрим, как казанцы откатываются назад, не раскрываются, не пытаются встретить в центральной зоне хоккеистов-строителя. И строитель так вот выстраивается, как большой, ну, хоккей с шайбой. Вот, своеобразный такой розыгрыш большинства, но не удается. Ну, здесь, в отличие от хоккея с шайбой, мячи уходят за лицевую линию. Да. Если были бы бортики, может быть, эта передача, сделанная хоккеистами строителя, имела бы смысл. А так, только от ворот Казань. И вот надо встречать уже сейчас здесь соперника, хоккеистам строителя. Прессинг включать высокий, потому что, имея на двух игроков больше, есть шанс мяч отобрать как можно быстрее. Динамо. На вынос. Да, сыграли. Ну вот мы говорим на вынос, а вот видим, что практически целенаправленно шла передача на нападающего, одиноко дежурившего в районе штрафной площадки строителя. И могло быть опасно, будь там мяч чуть-чуть, скажем так, поровней, да? И ветер посильней, ну или руки не такие кривые. В атаке снова строитель, снова Евгений Люхин, мы замечаем, конечно, защитник. Пускает мяч, к сожалению, регулярно догоняет его, и будет прострел. Подключается наш Евгений Люхин к нападению, да, к атакам. Вот снова штрафной мяч. Не удалось зацепиться, к сожалению. Но показывает арбитр, что, по-моему, тайм-аут показывают арбитры. Да, тайм-аут. И сейчас интересно, что скажет хоккеистам Павел Франц. Все-таки попробовать вот этот отрезок дожать гостей и реализовать численное преимущество. А может он скажет, где ваше самолюбие, ребята? Ну, об этом пока еще рано говорить, мне кажется. Все-таки счет ну, не комфортный, но такой ни о чем пока не говорит. Ну, можно было просто сказать, счет ни о чем. 1-1 Да, счет у нас в игре. Строитель взял тайм-аут. Надо выигрывать Сыктывкарскому клубу, поэтому надо обсуждать, действовать, атаковать и забивать. Когда, если не имея на двух игроков больше. Такой совет в филях. Но Бородино для строителя идет прямо сейчас. Небольшая реклама БМК. Вы думаете, телезрители не увидели? Ну, просто, может быть, для кого-то кто-то подумает, что это такое. А что это было? Игра возобновляется. Возвращается команда на лед. Смотрю, как Виктор Яшин к своим владениям прикатился. И отворот Казань. Элегантно показал Виктор, что будет мяч вводить в игру. Как будто чувствовал, что его снимают крупным планом. Да. Я думаю, что ему можно попробовать свои силы в мужском балете. С такой грациозностью и пластичностью, в которой он вводил мяч в игру. Вот атака строителя захлебнулась. И пытаются сразу же игроки отобрать мяч. Артем Лихачев довольно жестко встречал соперника. У казанцы мяч сохранили. Пошли в атаку даже. Хоть и не очень успешную, и строитель перехватил мяч, забрался его снова себе, и его снова Максим Зубарев по центру поля. Такой забросик, Чуть-чуть да, к сожалению. Немножечко точности не хватило. Увидел он открывание нападающего. По идее, хорошо. По исполнению, наверное, неудовлетворительно. И это мы смотрим, да, опять этот момент. Нужно смотреть за тремя вещами, да, за тем, как течет вода, горит огонь, и за тем, как Виктор Яшин вводит мяч в игру. Замена у нас сейчас сыктывкарский строитель Михаил Середков возвращается на скамейку запасных. Не видим мы пока, конечно, кто вышел вместо нашего единственного нападающего. Наверное, Денис Садаков, да.
в таких эпизодах играет оттянутого форварда. Но на острие атаки Сыктывкарского клуба находится. Сейчас борьба за мяч возле бортика. С нарушением правил со стороны казанцев проходит она. Да, вот Строитель взял тайм-аут, но вот после этого пару минут, и Казань, по-моему, больше владеет мячом. Вы хотели сказать, а что изменилось, да? Да. А это тактика, Александр. Ну, может быть, Вот сейчас... смотрите, тактика, вот это Никита Агафонов, да, по-моему, был 7-й номер. Да, 7-й номер. Вот, проходил по флангу, сбили его возле углового флажка. Свободный удар в ближний угол, вратарь На месте, забирает да. мяч, забирает. Хотя казалось, что вот-вот выпустит, да, и на добивание уже был готов игрок Строителя вписать свою фамилию в протокол встречи. Казань. Раз перевозчиков снова. Давненько мы его фамилию не называли с вами. Наверное, решил отдохнуть некоторое время. Хоккеисты вот снова на льду. Снова дирижируют атаками команды. Строитель начинает очередную атаку от своих ворот. Поскальзывается хоккеист. Довольно Сыктывкарский. удивительно это же лед. Да, на ровном месте. Никто его не атаковал. И в итоге потеря. Но снова вернули мяч. Нет. Звучит свисток. Увидел там нарушение правил со стороны Строителя. Арбитр встречи. Мог бы и закрыть глаза, между прочим. Помечтать еще. Казанцы владеют мячом на своей половине. Ну, у Казани пока минус 2 игрока. Можно их понять. Не рискуют идти вперед всеми силами гости. И вот даже пытаясь перевести мяч на чужую половину, они просто выбили мяч в аут. Сыктывкар. Свиридов Попытка пытается забросить. да, штрафной. Там снова борьба за мяч. И вот Яшин выходит из ворот. Хотел забрать его в руки. Не дали. Не дали это сделать ему. Причем в большей степени свои же хоккеисты. Они, наверное, знают, что вратарь казанского «Динамо» еще не раз коснется мяча в сегодняшней игре. Но игра без моментов, согласитесь. Да. То есть Очень много в центре площадки находится мяч. И ударов минимум. а ударов минимум, точных ударов еще меньше. А вратарских спасений, прямо о которых можно было говорить и делать YouTube-подборку, то вообще ни одного не было. Строитель, отмечу, не подал пока ни одного углового. У «Динамо» Казань 2 угловых было. Подайте Христа ради, да? Казанцы. Аут. Снова будет дальний заброс, такая дальняя свеча. На Точно. На грудь принимает. Мяч так красиво было. Игрок гостей. Здесь вот довольно рискованно играл наш защитник, имея за спиной нападающего Казани. Но выбросили в итоге мяч в аут. Сыктывкарцы. «Динамо» переходит в атаку. Сейчас, наверное, практически весь состав гостей на чужой половине поля. Разыгрывает быстро мяч. И вот он уже в центре площадки. Снова дальний заброс, снова борьба и отворот. Присматривается Максим Шакиров, куда вести мяч. Нашел ближайшего партнера. Снова Зубарев был. Прорыв по правому флангу, да, не удалось совершить. И казанцы сейчас владеют мячом. Проход по центру. 24-й. 94-й, наверное, номер все-таки это был. Не рвется он. Нарожен, отыгрывает назад. Ну, видите, то есть, в принципе, обе команды сейчас никуда не спешат. Не раскрываются. Да, кстати, Казань уже в полном составе. И вот момент, да, вот сейчас может быть. Острый угол, защитник отработал. Защитник не дал, не то чтобы бросить, даже завладеть мяч. Завладеть мячом не дал казанцу. Понимаете? Настолько уверенно отыграли наши хоккеисты.
Но, с другой стороны, паста тоже такой нельзя давать, совершать. Да? Попытка прорваться по флангу. А мы видим, это Александр Ваюшин, вышедший на поле, прорывался, наш хоккеист, который пропустил большую часть сезона. Мы последний раз видели его в том самом победном матче с Зорким. Глаз травмировал наш игрок фланговый. Вот сейчас Яшин казанский действительно такой красивый кульбит. Как настоящая черная пантера прыгнул за Да. мячом. Ну, и форма тоже черная, соответствующая, да? Соответствующая своему великому однофамильцу. Казанцы переходят в наступление. Снова перевозчиков. Да, близится к завершению первый тайм. Уже остается играть меньше 10 минут. И, ну вот, несмотря на то, что в целом игра не изобилует опасными какими-то моментами, но довольно интересно смотрится. Она держит напряжение, потому что цена малейшей ошибки может стать победой. И вот И вот момент! Ну что такое? Опять реализация подводит Сыктывкарский клуб. Великолепный шанс оказался практически один на пятачке хоккеист Строителя. Но не удалось переиграть голкипера. Был бы это Обухов в лучшие годы. Играл бы он бы за Строителей. Но все иначе. Сыктывкарцы сохраняют владение. Болельщики гонят свою команду вперед. А команда ошибается. Вот снова переводчиков. Тащит мяч практически поперек поля. Ну, потеря. Одному команду соперника трудно обыграть. Если ты не играешь, ну, не хоккеист Енисея, предположим. Ну, не. В этом году уже игроки Зоркова показали, как нужно забивать от своих ворот. Сольный проход. Можете посмотреть на ютубе. Дай бог памяти, кто это был, конечно. Но один из красивейших мячей. От своих ворот начинал атаку игрок. Прошел все поле и забросил. Так что не совсем нужно быть в Енисее там, или в СКА. Можно играть еще и за Зорки ради таких мячей. Смотрим продолжение игры. Снова с мячом Обухов. Пас на левый фланг. Развивается атака. Доходит мяч до лицевой линии. Прострел в штрафную. Там снова борьба за мяч. И первый игрок Строителя на нем. Контратаку развивает у нас Александр Ваюшин с мячом. Бежит наш Локомотивчик. Но не точно. Не совсем точно передача последовала. И Локомотивчик с рельс сходит. Снова казанский ответ. Ну что, возможно, мы увидим игру на встречных курсах в заключительной пятиминутке. Возможно. Потому что за Но последние пару нет, минут... вот смотрите, Казань снова решила повозить мяч на поле. Неточный пас на Обухова. Михаил Селедков прорывается по центру поля, смещается на правый фланг и отворот. Отворот, хотя, конечно, угловой бы было неплохо заработать в концовке первого тайма, а потом еще с него и забить. Ой, вообще сказка просто, а не сценарий матча. Казань на чужой половине поля закрепляется. Ну, поторопился с чужой половиной. На своей половине Казань закрепляется. Да, Строитель в этом сезоне пока что Казань не брал. Ну, в общем, можно пойти по стопам Ивана Грозного и сделать это. Тем более Иван Грозный тоже Казань раза с третьего, по-моему, взял. Надо будет посчитать в Википедию или учебник истории в перерыве. Для Строителя это третий подход. И надо заложить, видимо, взрывчатку под оборонительную редуту Динамо Казань, чтобы пройти их. Образно, естественно. Ну, нет, тут же в реальности никто здесь на льду ничего взрывать не планирует, Александр. Все нормально. Все спокойно. Да еще посчитайте, что это призывы к экстремизму. 3 минуты осталось в первом тайме. Напомним, что был тайм-аут, поэтому будет еще компенсированное время. Компенсированное, да, обязательно. Ладно, 3 минуты основного времени.
Ну, Казань, вы видим, она Похоже, уверенно, она просто решила дождаться перерыва. видимо, стилы уже покидают казанцев. Они так... Откровенно сейчас катают мяч. Я жду сейчас от Сергея Обухова какой-нибудь там тройной аксель, двойной тулуп, потому что он такую дорожку шагов вытворял, что где-то в Москве рыдает Евгений Плющенко в эти моменты. Ну, вот стоило Судья казанцам нарушил, да. перейти в атаку, как потеря мяча. Строитель будет. Строитель отвечает пока что тем же самым, такой же дорожкой шагов. Тоже очень важный компонент в фигурном катании, если вы не знаете. Вот. Обострить не удалось. Передача до адресата не дошла. Но прессингует Сыктывкарский клуб. Да, вот. Так не жестко не дает Плющенко Обухову дальше развернуться. И судья усмотрел там нарушение правил. Там вроде нет. Вроде нет. Аут будет. Да, просто дает подняться хоккеист «Динамо». Больно ему было. Здесь вот не надо такие рисковые передачи, тем более неточные, выдавать на своей половине поля сыктывкарцам. Так, Лихачев теряет мяч. Молодой хоккеист сыктывкарский, воспитанник местной школы хоккея с мячом, который уже в этом сезоне в стартовых матчах успел отметиться забитыми мячами. Если не ошибаюсь, даже в самой первой игре Сепсельмаша забил наш хоккеист. Вот сейчас опасно у ворот Строителя. Опасно дальше. И угловой. Только угловой казанцы зарабатывают. Оборонялись тут и Максим Шакиров, и Роман Бояринцев, видим. Грудью блокировал этот прострел, удар. Посмотрим. Да, Роман Бояринцев. Спас буквально просто Строителя от верного пропущенного гола. Помните, в матче Лиги Чемпионов Спартак-Ливерпуль так Дмитрий Камбаров спас свою команду. Вот у нас Роман Бояринцев повторил подвиг Камбарова. Можно делать демотиваторы. И да, здесь уже снова Максим Шакиров среагировал. Максим Шакиров, да, очень активно проводит последние минуты казанцы. Просто вернейший голевой момент сейчас создали. Ну и угловой, да, тоже опасно. Видим, мяч летит сейчас на уровне лица, да, Максима Шакирова. И успел среагировать, выставить руки. Да, удар в створ был. Ну, если бы мяч летел на уровне лица Максима Шакирова и был бы не в створ, то Максим Шакиров был бы дядей Степой, наверное, таким высокорослым. Либо Николаем Валуевым. А это уже совсем другой вид спорта. Остается с мячом хоккеисты Строителя. Откатываются назад. Элегантные передачи. И свечечка вперед. Там борется за мяч. Надо. Но не совсем это получается у хоккеистов Строителя. Я думаю, что со счетом 1-1 мы и завершим так первый тайм. И по тем моментам, что мы только что видели, это хорошо для Строителя. Будем откровенны. Ну, по моментам, конечно же, хорошо. А по надеждам, прогнозам и ожиданиям это не тот результат, который ждет болельщик от сыктывкарской команды. Ну, мы надеемся, тем не менее, вот еще один. Но это как семечки для Максима Шакирова, да? Ну, после предыдущих-то да. Вот он такие мячи в 12 лет с закрытыми глазами ловил. Я думаю, Павлу Францу сейчас будет что сказать своим подопечным после вот такой вот пятиминутки. Я думаю, даже у каждого болельщика на трибунах сейчас есть что сказать нашей команде. Поэтому с нетерпением будем ждать второго тайма. Да, у нас сейчас первый тайм завершен. К сожалению, трансляции за раздевалки Строителя нету. Мы бы тоже с радостью послушали, что будет говорить наставник. 1-1. Увидимся после перерыва. Оставайтесь с нами, друзья. В торговых центрах «Инструмент» половину стоимости товара просто дарят бонусами для 100% оплаты следующей покупки. А еще сотни товаров по суперценам. Ждем вас на Сысольском шоссе 29/10 и Первомайской 25. В череде новогодних праздников так хочется пошуметь.
конструктивно. Желаем вам выгодного ремонта в новом году. А наши цены – это главный подарок. Торговые центры «Инструмент». Настоящий праздник выгоды.
Итак, дорогие друзья, мы возвращаемся в Сыктывкар. Смотрим, у нас идет заливка льда. А через несколько минут возобновится матч «Строитель Динамо Казани». После первого тайма счет 1-1. Открыли счет сыктывкарцы. Сделал это Денис Садаков. А в середине первого тайма, после розыгрыша углового, гости усилиями Рамиля Ибрагимова счет сравняли. 1-1, но не сказать, что игра скучная, наоборот, яркая, зрелищная, интересная. Хоть и голевых моментов, наверное, можно пересчитать по пальцам одной руки четырехпалого человека. Ну, не сказал бы, все-таки последнюю пятиминутку казанцы очень активно провели и имели реальный шанс уйти на перерыв лидерами. Но Вы хотите сказать, что 2 момента это больше, чем 4? Максим Шакиров, голкипер, выручил «Строитель». Да. Ну и мы ждем сейчас выхода команд на лед. Пока можно быстренько пробежаться по статистике. Статистика тоже на самом деле невелика. Угловые 3-0 преимущество динамовцев. То есть «Строитель» ни одного углового за тайм не подал. Мне всегда нравится ваше уточнение, Александр. Прям. Да. Свободные удары 3-1. Здесь у «Строителя» преимущество, но ничего оно не принесло. И тайм-аут один раз брал Павел Франц. Штрафное время 20 минут заработали хоккеисты «Динамо». И ни разу не удалялись сыктывкарцы. Ну, это был тот самый момент, когда «Динамо Казань» играла несколько минут в 8 полевых игроков. Никаких дивидендов. Сыктывкарский клуб из этих, скажем так, возможностей, способностей не смог выжить, не смог получить преимущество. Ну, имеем, что имеем, и счет на самом деле по игре. Да? То есть равная борьба, равная игра. Достаточно интересно. Ну, ждем, что во втором тайме все-таки скорости повысятся. Все-таки надо «Строителю» забивать, надо выигрывать, надо радовать своих болельщиков, которые пришли поддержать свою команду в 18-градусную, далеко не теплую погоду. Да, отметим, что по данным технического протокола 700 зрителей на матче присутствует. Мы их пока что вот не видим на трибунах все 700. Потому что многие из них пошли согреваться. Я вот сейчас стоял в очереди за кофе, и со мной были молодые люди. Вы, Александр, сколько видите? 598 сейчас или 599? Нет, со мной стояли люди там, в летних кроссовках, например. То есть, Сыктывкар, морозостойкие у нас жители. Да. Молодые люди в летних кроссовках, а девушки в мини-юбках и на каблуках. 18 градусов. Это нормально. Это Сыктывкар. Ну, возвращаются у нас люди потихоньку на трибуны. И вот мы слышим восторженный крик людей, и значит, выходит «Строитель» где-то из-под трибунного помещения. Ну вот мы видим, арбитры уже выкатились на лед, проверяют качество, проверяют скольжение коньков. Судит сегодня встречу Григорий Минаев из Санкт-Петербурга, а помогают ему Григорий Бабашкин из Ярославля и Дмитрий Сухандяевский из Северодвинска. Первые на расхаточку перед вторым таймом вышли казанцы. Катание по кругу в исполнении гостей. Да, ну а разговор в раздевалке «Строителя», как мы видим, затянулся, да? Видимо, есть о чем поговорить. Я понял. Вот сейчас только сыктывкарский клуб выходит из трибунного помещения. Мне кажется, увереннее всех идет Максим Шакиров. Я говорю, ко мне инспектор подошел, поставил на точку. Прям Дарт Вейдер сыктывкарского клуба. Место говно. Ну, он, скажем так, решил, может, стать неким антагонистом голкипера гостей Виктора Яшина, который так довольно артистично в первом тайме выглядел. Да. Без работы Виктор Яшин не останется. Да? Можно потом в театре устроиться. Какой театр, Алексей? Я не скажу, Александр. Не будем делать рекламу. Ну вот смотрим, казанцы уже настроились на игру. В кружочке постояли. План и цели на второй тайм обрисовали для себя.
считанные секунды остаются. Напоминаем, что «Динамо Казань» 7 очков в этом сезоне. Обыграли казанцы Кировскую Родину. Смогли обыграть «Строитель». И в ничью 2-2 сыграть с «Зорким». 3 игры подряд, причем это было, и 3 игры подряд Казань не знала поражений. Ну, начался второй тайм, и сыктывкарцы развели мяч с центра поля. Сразу же защитники получили его. И довольно так активный прессинг мы видим от Казани, да. Встречали прямо возле лицевой линии аж атаку «Строителя» гостя. Разгоняется атака. Снова Максим Зубарев. Наверное, главный сейчас диспетчер сыктывкарского клуба. Сергей Шибонкин, капитан команды, был с мячом. Никита Свиридов сейчас владеет им. Но это все на своей половине, конечно. Хотелось бы такой темп и такие точные передачи на чужую видеть. Вот «Строитель» перешел в атаку. Снова Шибонкин. Откатывается назад. Здесь у нас Кораблин, 3-й номер. Да, пока без продвижения вперед. Снова Свиридов. И, похоже, снова назад придется играть ему. Но, видимо, статистика владения мячом будет в начале второго тайма за «Строителем». Максим Медведь мы видели Вот на сейчас поле. попытка пойти в атаку. Попытка. И вот должны уже были бы бросать. Решили обострить хоккеисты «Строителя». И неточная передача. Контратака в исполнении «Динамо». Это Артем Платонов бежал вперед. И его остановили. Зажали к бортикам игроки хозяев. Снова казанцы владеют мячом. Снова на чужое полное поле выходит. И там нарушение правил. Немножко так зацепили Перевозчикова. И казанцы быстро разыграли свободный удар. Но и здесь тоже в основном на своей половине поля, да, в центре, владеют мячом игроки «Динамо». Здесь уже нарушение правил со стороны гостей. Достаточно много было нарушений в первом тайме, но при этом таких грубых, откровенных грубостей не было. В основном мелкие, да. Толчки, тычки, зацепы. Причем довольно сложно нарушать грубо правила, там, срывать атаки, которых по сути не было. И когда игра идет на такой небольшой скорости. Да, на такой скорости это практически невозможно. Но если уметь и желать, то почему бы нет. Контратака казанского «Динамо» развивается. Даже до углового флажка мяч дошел. Прострел в штрафную не точно. Подбирают мяч казанцы. Снова забрать штрафную. Но это даже полупрострел, полуудар и мимо ворот. Максим Шакиров вводит мяч в игру. Снова с ближним защитником играет наш голкипер. И «Строитель» раскатывается потихонечку. Вот на левый фланг пас снова на Шибонкина. Проход, пас на правый. Антон Оппенлендер был с мячом. Снова Шибонкин. Обыграл, обкрутил двоих. Сейчас прошел третьего. Наткнулся на четвертого защитника «Динамо Казани». Но «Строитель» остается с мячом. И пытается начать новую атаку. Пока без продвижения вперед. Ну и повторится все как в старе, да? Как стихотворение Александра Булыка было. И снова «Строитель» на своей половине поля. Лихачев, пас на Немцева. Казанцы. Снова Шибонкин. Оппенлендер. Смещается в центр игрок «Строителя». Сейчас последует пас на фланг, скорее всего. Нет, даже смещение на фланг от Сергея Шибонкина. Проходит он. Дальше обыграл на замахе игрока «Динамо». Пас центр неточный. Там Евгений Люхин подключился снова к атаке. Был готов замкнуть этот прострел своим ударом. Не обязательно, что точным и опасным. Но позиция, по крайней мере, была для этого. 100%. Да, по первому тайму, наверное, все-таки не хватает ударов «Строителю». Вот действительно мало бьют поворотом. Наверное, даже не ударов, а вот
предголевого такого, предпоследнего паса, чтобы вывести своего партнера на оперативное пространство, на удобную точку для удара. Бить-то можно даже с района центрального круга. Но маловероятно, да, что это принесет удачу. Да, конечно. Там на воротах все-таки есть человек. По фамилии Яшин. По фамилии Яшин, да. Которому стыдно будет такие мячи пропускать. Снова в бой рвется Строитель. Завелись болельщики. А завелся Строитель! Гол, да? Гол? Нет? Нет, показалось мне, что мяч в ворота залетел, но улетел он в сторону, а вместо этого чуть в ворота не залетел хоккеист Строителя, там упал он в районе штрафной площадки, боролся за мяч, и, мне кажется, там предельно жестко с ним обошлись игроки Динамо. Надеюсь, мы увидим повтор. Такой неплохой был подход. Надейтесь, Александр, надейтесь. Надейтесь, и воздастся вам. А вот уже опасно у ворот Строителя. Это удар. Нет, не дают пробить. И вот здесь уже Сергей Шибонкин отработал в защите, помог своим игрокам обороны. Выкинул мяч из вратарской, из штрафной, точнее. Видим снова Александр Ваюшин на льду. Наш фланговый игрок. Долго его ждали. Его возвращение в строй. Скажем, затянулось оно, да, мы ожидали, что еще в конце ноября, может быть, в начале декабря выйдет хоккеист. Ну и сейчас, насколько я понимаю, не до конца он прошел курс реабилитации после травмы глаза. Мужественно выходит на лед. Видимо, должен сыграть сегодня и с Волгой, а потом уже вернется к реабилитации. Нужно помочь своей команде в такое тяжелое время. И в тех матчах, где Строитель реально может зацепиться за очки, но и сделать это тоже довольно непросто. Да, Динамо пока выглядит таким неуступчивым соперником. Не сказать, что очень таким каким-то ярким, но сдаваться гости явно не собираются. И будут искать своего шанса в атаке. Ну, Динамо знала, что едет в гости к сопернику, который на своем поле играет довольно неплохо. Строитель даже чуть у Трубника очки не отнял на своем поле. На этом льду капитан Казани Сергей Обухов тоже в предматчевом интервью сказал, что Строитель команда неуступчивая. И Сергей хорошо знает главного тренера Строителя. И будучи игроком, он всегда в любой ситуации пытался выиграть. И поэтому Казань ожидает тяжелый бой. Нам нужно сыграть так, как мы должны сыграть с той тактикой, которая нам будет предложена со стороны тренерского штаба. И вот момент у гостей и гол. Да, вот пока мы вспоминали слова Сергея Обухова, казанцы выходят вперед. 94-й номер. Это Иван Дицура, игрок, который появился в Казани в конце ноября. В общем, как-то так легко довольно он оказался на рандеву с Максимом Шакировым и переиграл голкипера Сыктывкарцев. Конечно, тоже хотелось бы посмотреть повтор. Ну вот мы видим его, да? Там у нас и Роман Бояринцев не вовремя упал. Да. Мог быть он последней преградой на пути Ивану. Ну, вот так вот на молодому тоже игроку. 4-й минуте 1-2. Но сейчас должен темп игры повыситься все-таки, да, если еще можно было себе позволить первые 82-го тайма перекатывать мяч, выискивать на моменты направления для атаки, то сейчас время уже играет на Казани. И проигрывать у себя дома Динамо Казани Сыктывкарский клуб вряд ли рассчитывал. Да? Да, сейчас Строителю отступать некуда. Только вперед, я думаю. Позади Сыктывкар. Как сказал политрук Александр Шевкун. Смотрим. Пора уже как-то креативить в атаке. Понятно, что мы видим такие сложные оборонительные построения от казанцев, но эти их взламывают не один раз все команды Суперлиги. Чем Строитель хуже. Тем более практически укомплектованный. Не хватает, пожалуй, только защитника Сергея Филатова команде, нападающего Владимира Васюка.
Ну, ведь есть и другие люди в составе, и мы же тоже должны оправдывать то, что играют в команде Суперлиги. Он сейчас строитель пытается атаковать по левому флангу. Будут вводить мяч из аута сыктывкарцы. Да. Ну, скорее всего, сейчас будет заброс, прострел в штрафную. Либо розыгрыш с ближними, потом прострел в штрафную. Ну, вот сейчас ближним все-таки отдается мяч. И в центре поля строитель. Заброс все-таки вот сейчас был, и не дают пробить казанцы. Перехватывают мяч. Да, может быть контратака. Может быть опасно. Опасно. Ответный не проходит. И от ворот Максим Шакиров. Торопится наш вратарь. Надо спешить сыктывкарскому клубу. Сегодня, опять же, в рамках детского первенства России 2003-2004 годов мы наблюдали матч в Ульяновской Волге и Костромской области. И тренер поставил перед Волгой задачу забить 17 безответных мячей. Понимаете, там, чтобы обойти своих соперников по турнирной таблице, по разнице мячей, ульяновцы должны были забросить 17 мячей. После первого тайма они забросили только 7, и во втором был просто не матч, а бешеные атаки Ульяновска на протяжении всех 30 минут, там по 30 минут дети играют. И команда «Волга» справилась с этой задачей. 19-0 завершился тот матч. Я думаю, что у строителя тоже сейчас есть своя задача — победить. И очень хочется верить, что сыктывкарский клуб с этой задачей тоже справится. Как ульяновцы, вот сейчас опасный момент. Откатываются защитники «Динамо» назад. Не дается точно сделать передачу. И уже казанцы. 94-й номер как раз Иван Дицура с мячом. Пас на левый фланг. Еще левее. Прострел. Нет, пока не дается сделать сыктывкарцев. Прострел штрафной. Вот Сергей Обухов. Вот. Следует мяч в штрафную. И там поднята рука вратаря. Поднята рука с арбитра, конечно, не вратаря. Было вне игры, я так понимаю. Ну, или мяч уже ушел? Головой. Да, будет угловой подавать «Динамо». Пока что мы не видели угловых исполнений строителя, а казанцы с одного из угловых счет в этой игре сравняли. Выстраивается строители на ленточке ворот. И очень опасно сейчас снова был удар. Мимо ворот пролетел мяч. Там видели, как третий номер строителя Иван Кораблин чуть ли не упал буквально на линии ворот, когда была подача углового. Могли это арбитры рассчитать как выход с линии преждевременный. Могли дать перебить даже угловой. Смотрим, дальняя передача строителя не прошла. Да, не удается строителю зацепиться за мяч как следует. Разыграть атаку. И уже ответная атака «Динамо». Снова был Дицура с мячом. Снова вот он заброс, пас дает. 1-1. И вот это моментище, да? Вот это Александр. Да, 2 в 1 фактически. А там просто казанцы. нужно было замыкать, подставить клюшку и перевести мяч в пустые ворота. Можно опять похвалить Ивана Дицуру, да, который забил мяч. Очень активно отдал вышел. такую разрезающую передачу. Предпоследний как раз пас. И вот мы смотрим за повтором опять, да. Выкатывается «Динамо». Конечно, помешал наш защитник. Создал такую помеху для соперника. Но это не оправдание для казанца. Такой мяч он должен был забивать, даже будучи спиной к воротам. Все равно казанцы сохраняют владение. Да, по игре не видно пока, что строитель намерен отыгрываться. Не видно, за счет чего он планирует это делать, конечно. Преимуществом владеет «Динамо», и непонятно, как строителю удастся переломить эту ситуацию. Может быть, «Динамо» подсядет в середине второго тайма. Сила все-таки не безгранична. Да, вот может быть динамовцы знали, что у строителя бывают некоторые такие во вторых таймах неудачные отрезки, и вот именно специально, целенаправленно усилили темп в начале второго тайма. Ну, у вас будет возможность об этом спросить на послематчевой конференции. Да.
А у читателей БНК прочитать это. Посмотрим. Атака опять динамовцев. Аут. Казань. Да, строитель пока только в обороне, мы видим сейчас. Снова аут Казань. Сейчас снова будет попытка войти, забросить мяч в штрафную. И отворот. Максим Шакиров будет водить мяч в игру. Снова, видите, быстро к ближнему игроку. Снова Антон Пенлендер прорывается по центру. Ищем свободную зону. Теперь уже Ваюшин. Потерял мяч Сыктывкарский клуб. И там нарушение правил со стороны строителей. Готовится, вышел в игру уже даже Максим Зубарев. Меняет сочетание Павел Франц. Пытается как-то наш тренер перестроить игру, но откровенно неудачно складывающийся для строителя. Такое хорошее было начало. Вел строитель в дебюте первого тайма. Довольно быстрый гол был забит. А сейчас уже впереди казанцы. И вот они близки были опять к тому, чтобы создать опасный момент у ворот Сыктывкарского клуба. Осталось играть меньше получаса, я могу сказать вам, да. Динамо Казани рвется вперед, снова Евгений Перевозчиков. И, видимо, угловой, да? Угловой. Да, очередной гол будет подавать Динамо. Совещаются, да. Хоккеисты Казани. Отправляя на подачу своего игрока, как на последний бой. Для Казани-то это шанс. Если Казань сегодня выиграет, она набирает 10 очков и отрывается от сладкой парочки строитель Родина. Там и до Зоркова, в принципе, рукой подать будет казанцам. Ну, нам бы хотелось бы наоборот, чтобы строитель приблизился к динамовцам. Одержал наконец-то. Набрал наконец-то свои очки в чемпионате. Но пока что атака строителя снова не увенчалась успехом. Не удается закрепиться на чужой половине поля. А эти передачи между защитниками, может быть, так, конечно, сыктывкарцы выматывают динамовцев, да, предлагают, приходите, а мы дальней передачей найдем свободного игрока, убежим в отрыв и забьем. Но пока что этот план не работает. И Казань уже теперь снова с мячом. И теперь уже строитель вынужден идти в активный прессинг. Сергей Обухов как раз. Да, было нарушение правил там. Снова вырезает дорожку шагов, да? И вот, может быть, это шанс у строителя наконец забрать мяч. Ну, забрать-то он его опять забирает, мы видим, потому что... Да, но... Получится ли что-то вообще обострить? Получится ли потревожить вообще Виктора Яшина во втором тайме-то? А то, мне кажется, вратарь Казани уже где-то там диванчик постелил. Кофе попивает себе спокойно. Матч-то проходит то на половине поля строителя, то в центре поля. Попытка очередная вырваться в быструю контратаку строителю не удалась. И вместо этого сейчас опять будем позиционно искать прорехи в обороне Динамо. Снова перекаты мяча. Жалко, нету статистики по точным и неточным передачам в русском хоккее. Посмотрели бы мы на цифры сегодняшней игры. Ну вот, братишке удалось дойти до углового флажка. И, видимо, даже заработать угловой строителю. Да, первый угловой в этом матче подает строитель на 64-й минуте. Ну, давайте. Лед сегодня хороший. Снега сегодня нет. И подачи должны лететь как молния. Еще быстрее должны лететь мячи после этих подач в ворота казанцев. Смотрим за тем, как строитель
не очень хорошо распорядился этим моментом. Но атака продолжается. Борется на пятачке, и казанцы выбрасывают мяч своей штрафной. Будет заброс в штрафную. Там пока борьба все время остается за казанцами. Подбора не забирают. Но снова выбросили из штрафной гости. Отбились казанцы. Продолжается у нас встреча. Пора уже включать, наверное, высокий прессинг хоккеистам строителя. Пока что мы видим высокий прессинг у Казани. И у нас надолго ли хватит сил вести такую активную игру гостям. Михаил Середков был в атаке, вот сейчас не попал по мячу. Довольно простая ситуация. Борьба была у Бортиков за мяч, и он остается у гостей. Готовится на поле выйти Антон Оппенлендер. А Сергей Обухов, мне кажется, с поля даже не уходит. Регулярно мы видим легенду отечественного хоккея с мячом на поле. В игре руководит капитан «Динамо» действиями своей команды. Где нужно, тормозит игру, тянет время. Все для победы, можно тоже понять. Тяжелейшая игра для обеих команд. Тяжелейшая, прежде всего, даже с эмоциональной точки зрения, потому что равная. От ворот начинает атаку строитель. Снова Максим Зубарев. И довольно такая неприятная потеря. Да, вот Сергей Обухов забирает мяч. И опринший лидер видит, что не надо рисковать. Нужно потерпеть, подержать мяч. Вот. Откатился назад. И вот только сейчас разгоняет атаку своей команды. Пас направо. Пас направо был. И от ворот, да? Нет, не от ворот, угловой. Да, вот удалось заработать угловой гостям. Оказывают арбитры. Да. Это всегда неприятно. Ну вот что значит опыт, да? Не стал рисковать, тыкать передачу вперед наугад. Придержал мяч, развернулся, развернул новую атаку и заработали казанцы угловой. Опасно. Вот сейчас, да, просто мечется мяч по штрафной площадке строителя. Все-таки со второй попытки удалось вынести. Да, даже не вынести, удалось сохранить мяч Сыктывкарскому клубу. Другое дело, что на контратаке не удалось пройти вперед, и последовала потеря, и теперь только от ворот Сыктывкар будет вводить мяч в игру. Уже ввели. Максима Шакирова можно понять, время идет на пользу казанцам, нужно атаковать. А гости могут его и подтянуть, по сути. Никто не запомнит, какая это была игра по содержанию, там, лет через 5-6. Все будут помнить, что матч завершился именно с таким исходом определенным. И пока этот исход в пользу Казани. Но сейчас атака строителя. Наверное, мяч ушел. Сигналят казанцы, что мяч ушел, но что решит судья? Судья решил, что мяч ушел только сейчас. Вот в игру Виктор Яшин вводит. Снова Иван Дицура с мячом. Такой злой гений Сыктывкарского клуба. 12 номер был. Денис Лаутин. Пас направо. Вот сейчас по правому флангу развивается атака Казани. И потеря. Ну, нужно быстрее играть Сыктывкарскому клубу. Такая растерянность была в действиях хоккеистов. Не знали они, что делать с мячом. Вот есть свободная зона, но куда ж так мяч-то далеко отпустил игрок строителя? Нужно было прорываться по центру. Даром, что удалось сохранить мяч в итоге после ошибки казанцев. Но вообще были все возможности для развития опасной атаки. Снова теряют хоккеисты строителя мяч. Да, сыграно пол второго тайма. И пока не радует нас происходящее на льду. Динамо откровенно играет лучше. Но верим в строитель.
Ну, я бы не сказал, что вот по последним минутам Динамо играет лучше. Ну, начал выравнивать игру Строитель, но Да, то есть игра на самом деле равная, просто по количеству мы моментов. исходим из того, что Строителю нужно забивать. Да? А моменты возникают почему-то ворот Строителя. Ну, наверное, потому что команда спешит, местами раскрывается, появляются свободные зоны. Вот сейчас чуть не ошибся игрок Динамо, он чуть не упал на ровном месте. Но не удалось воспользоваться этой оплошностью хоккеистов гостей Сыктывкарскому клубу. Ну, пока индивидуальные проходы в исполнении хоккеистов Строителя. Теперь уже дальняя передача. И там никого. Там только одинокие игроки обороны Динамо Казань и не менее одинокий, скучающий Виктор Яшин. Вводит мяч в игру. Остается 20 минут до конца встречи. Строителю пора бы уже давно прибавить темпа в игре. Прибавить скоростей. Если есть, конечно, что прибавлять. Снова Шибонкин был. Ваюшин. Вот такие комбинации мы ждем возле других ворот, ребят. Не возле этих. Возле этих мы ждем уверенной игры в защите и в отборе. А передачи точные, обострения вот здесь, на этой половине нужны. Пока что только аут для Строителя. Да, сейчас опять будут загружать мяч в штрафную. Ну, даже не сейчас, вот только здесь вот Роман Бояринцев это делает. Там борьба за мяч. Ну, и неплохой момент был, но такой отчасти случайный. Ну, вы выдохнули, да, трибуны вместе с нами. Смотрим еще раз. Да, промахнулся защитник Динамо, но Сыктывкарец тоже не смог как следует Антон ударить. Пенлендер это был. В два касания хотел первым подработать мяч, вторым пробить. И сошел мяч с клюшки, неудачно он скакнул, и поэтому мимо ворот. Ну, вот это был реальный момент, на самом деле. 100%. Как ни крутите, его можно заносить в актив Строителю. Хоть и случайно создался, да. Шибонкин. Там команда Сергей Шибонкин. В Строителе появился в прошлом сезоне. Выиграл вместе с клубом высшую лигу. Но высшая лига и суперлига — это небо и земля, мы с вами понимаем. Сложно адаптироваться после игр с дублями с клубом суперлиги и с одним приятным и сильным, но все же клубом высшей лиги из Мурманска к высоким, просто мега скоростным ритмом игры в самом элитном дивизионе страны. Но сегодняшний темп как раз даже больше чем-то высшую лигу напоминает. И вот такие ошибки, которые практически на ровном месте появляются, да, они больше характерны к дивизиону чуть-чуть пониже. Сергей Обухов опять владеет мячом, уверенно, Да, контролирует, начинает проходит до свою лицевой линии, пас в штрафную. атаку. И неприятно было. Да. Не хватает, наверное, Строителя вот такого вот дядьки в центре поля. Есть у нас дядька Роман Бояринцев, да, который руководит действиями защитников, обороняющихся полузащитников. Но вот для атакующих линий тоже бы такой игрок не помешал. Вот неплохой прорыв может быть. Прострел. И Где никого там нет. Никого. Вот только сейчас, да, 77-й номер. И где мяч? Где мяч? Где мяч? А мяч уже возле углового флажка. Снова заброс в штрафной. И снова он улетает на противоположный фланг. И там уже казанцы не дают им развернуть быструю атаку. Но вот опять все-таки следует прорыв. Ушел от двух игроков. Тот же самый Дицура. Ну, какой пронырливый парень-то, да, достался. Не отдает мяч. Ну, вот сейчас казанцы снова атакуют. И там в штрафной мечется уже снаряд. Только сейчас удается выбить Строитель. Сыктывкарцы идут в атаку, но опять же упираются в оборонительные редуты гостей. И снова потеря.
Динамо небольшими силами очень идет вперед. В общем-то, им и ни к чему. Конечно, не спешат. Да и не будут динамовцы раскрываться. Все зависит, все в руках строителя. Нужно самим идти вперед. Самим обострять. Вот сейчас сбивает игрока, Это но удаление. это... Нет. Или есть? Ну, глядя на то, как вратарь разводит руками, нарушение правил зафиксировано. Теперь осталось понять, было ли оно в районе штрафной площадки или до нее. Видимо, до нее, да, Ростенко выставляется. Да. И опасный свободный удар. Ну, здесь вот убрал, да, элегантно. И с чем спорят? 12-й номер Денис Лаутин нарушил правила. С чем спорят казанцы? Удар! Отбивает вратарь! Добить! Добить надо же! Ну, никто, что ли, не успевает на него. Забирает Виктор Яшин мяч. Да, Виктор Яшин с мячом. Он так щитками отбил и в прыжке накрыл. Удаление у казанского «Динамо», соответственно, в том эпизоде было. Значит, в большинстве должны играть сыктывкарские хоккеисты. Здесь офсайд. Да, лед покинул Денис Лаутин, динамовец. Тоже опытнейший игрок, я могу сказать вам. Мастер спорта международного класса, 41 год этому хоккеисту. Но пока встретили в атаке и от ворот. От ворот показывает арбитр. Вот, Денис Лаутин, мастер спорта международного класса, игрок сборной Казахстана, между прочим. Пятикратный бронзовый призер чемпионата мира. Играет за казанское «Динамо» с 2016 года. Нарушения не было. Строитель продолжает владеть мячом. Да, опасно может быть сейчас, но третий игрок сейчас подъезжает. Есть шанс для прорыва по флангу. Дайн в центр. Ткни тоже мяч-то. Не хочет пока строитель обострять. И вот здесь нарушение правил со стороны казанского «Динамо». Придержали игрока строителя. 77-я минута. Ну что-то вот стало получаться. У строителя пытается обострить игру. Сыктывкарский клуб. И сейчас еще один свободный удар. По крайней мере, удалось обосноваться в чужих владениях. Остается только сейчас создавать голевые моменты и забивать. Пробил, но в стенку попал мяч. Здесь борьба сейчас за него. Артем Лихачев боролся. Строитель Теперь с уже снова мячом. Шибонкин. Выбивает у Сергея Клюшку. Снова Лихачев. И казанцы просто выбрасывают мяч в своей штрафной, из своей половины поля. Вводит мяч игру Максим Шакиров. Нужно давить. Нужно провести эти последние минуты в атаке сыктывкарскому клубу. Снова выбрасывают мяч динамовцы, но недалеко. Новую атаку начинает строитель. 93 номер. Денис Садаков как раз, который уже забивал сегодня. Но от ворот. Начали бить со средней дистанции сыктывкарцы. Сейчас была попытка. Ну, видим, негодуют болельщики, особенно вот на переднем плане. Известный болельщик Андрей Торлопов. Можно его понять. Что-то, видимо, не очень лицеприятное. Ну, высказал он. Кому-то из игроков на поле, не обязательно, что это с игроком строителя, может быть, и казанцам досталось. Пока Мяч что... будет у Динамо. Да. Посмотрим повтор момента. Денис Садаков играет мяч. Удар. На всякий случай Виктор Яшин бросился за мячом, но прошел он мимо ворот. И можно сказать, что снова контролировал ситуацию голкипер Динамо. И строитель как прибой начинает новую атаку на берег Динамо. Это опасный проход. Здесь, наверное, нарушение правил. Да, звучит судейский свисток. Будет ли удаление? Вряд ли будет удаление, но хотя бы свободный удар. Мне кажется, даже по центру ворот, да.
Еще один повод для сыктывкарцев потренироваться в пробитии стандартов, в розыгрыше. Ну и хороший шанс сравнять счет. Что-то придумали. Видим розыгрыш, но... Довольно креативно, да? Удар Да, низом. не Гол! Фантастический Вот удар. так вот оно. В дальний удар. В домик, если не ошибаюсь, Виктору Яшину. В домик. Давайте смотреть. Вот вратаря, да, наблюдаем. Спасибо нашим операторам. Куда летит мяч? Да. Под рукой пропускает, да. Не ожидал. Ну и удача тоже иногда улыбается строителю. Ну да. С другой стороны, кому пришло в голову бы бить с такой дистанции? Наверное, Александр вам. Но это Артем Лихачев, мы видим. Да, это не Александр Шавком, это Артем Лихачев забросил. Решился на дальний удар. И вот так вот сплоховал Ну, знаете, Яшин. Есть такая фраза: победители не судят, да. Строитель, конечно, не побеждает еще, но в данном конкретном эпизоде это маленькая победа Артема Лихачева. За такой удар его уже никто сейчас не осудит. И здесь нарушение правил, но 12-метровый удар Строитель сейчас будет бить. 12-метровый удар. Смотрите, Евгений Илюхин вздыхает, он понимает, что на нем нарушили правила, Да, что он понимает, что он сделал то, что да, нужно. добыл 12-метровый удар для сыктывкарского клуба. И в считанные минуты Строитель может перевернуть игру с ног на голову. Смотрим, Никита Свиридов, наверное, сейчас будет бить поворотом. Вот момент. Евгений Илюхина забивают. Да. Очевидное нарушение. И немножко вот эта пауза арбитра, конечно, немножко взволновала. Да, ну, Но видимо, все-таки он разобрался и принял верное Максим решение. Семенов, защитник, удален в этом эпизоде. Смотрим, 91 номер, Никита Свиридов. Напомню, забивал он только Кузбассу в этом чемпионате за Строителя. Может быть, Динамо Казань станет его клиентом следующим. И отбивает вратарь. Да, Виктор Яшин исправляется за недавнюю оплошность. Да. Ну, у Строителя с 12-метровыми, конечно, не все хорошо. Не поставил таких неразрешимых задач здесь Никита Свиридов, к сожалению. Да. Даже... Я хотел опять напомнить матч сегодняшней Волги и Костромы, который 19-0. В том матче Волга пробила 10 12-метровых ударов, 3 из которых реализовала. И сейчас вот мы видим тоже, что 12-метровый удар — это не всегда гол, даже далеко не всегда. Даже, по сути, двигаться не пришлось Виктору Яшину куда-то в сторону. Да, просто поставил ручки, хлопнул ими и отбил. Обидно, но, может быть, этот момент еще больше взбодрит Строитель. Мне кажется, Динамо сейчас подсела чуть-чуть, да? Не хватает, наверное, выносливости на концовку казанскому клубу. Ну, еще бы они такую стартовый отрезок такой второго тайма выдали. Да, в активном прессинге играли казанцы. Но, может быть, что наткнуться на грабли собственное же, да? В меньшинстве сейчас Казань. Нужно Строителю активнее встречать уже. Вот здесь уже нужно накрывать соперника. Здесь уже нужно вступать в отбор. Может быть, даже и местами жесткий. Почему бы и нет? Главное, что в рамках правил. Смотрим. У нас есть еще 7 минут у сыктывкарского клуба на то, чтобы одержать победу в этой встрече. Ну и только не такими передачами, да. Вот 12 номер перехватывает игру. Это Денис Лаутин, который отбыл свое наказание на скамейке штрафников. Ну, Строитель накатывает сейчас, да, вот по левому флангу. Проход, мяч в центре. Борис, Строитель. Борис. Не удалось заставить мяч до игроков Строителя. Вот казанцы уже ответная атака. Это Виталий Усов был с мячом, 86-й номер казанского клуба. Заброс на чужую половину от Артема Платонова следует. Казанцев здесь придержал мяч, и все равно удалось сохранить в этом эпизоде нарушение правил. И Строитель убегает вперед. 77 номер снова Сергей Шибонкин. Пас на прорыв. Денис Садаков. Нарушение правила. Есть момент! Есть момент! Нету гола, но был момент. Да, отличный шанс упускает Строитель. И 71 номер, да, Антон Пенлендер сейчас поднимается с трудом. Вот, смотрим опять повтор. Хороший проход Максим здесь. Зубарев это был, да. Мяч достается
хоккеисту Строителя. И снова, да, как раз это Антон Пенлендер владел мячом в этом эпизоде. Мог справиться с вратарем, но Виктор Яшин вовремя вышел из рамки, сократил угол обзора, угол обстрела. Правильно сыграл вратарь. Конечно, мяч, который был забит Артемом Лихачевым, это вина полностью на нем лежит. Но уже и отбитый 12-метровый, и вот этот момент, который загубил Антон Пенлендер, это все заслуга тоже Виктора Яшина, конечно. Ну что, началась у нас заключительная пятиминутка, решающая. Да, здесь, я думаю, сейчас один мяч решит судьбу игры, если он будет забит, конечно. Игра, по сути, на 3 результата у нас сейчас. То есть качели эти могут качнуться в любую сторону или не качнуться вовсе. Александр известный любитель русского рэпа. И слово «качели» для него не чуждо. Качели качают. Правильно, Александр? Да. Посмотрим атаку Потерял Строителя. клюшку, к сожалению. Но зато, смотрите, он сделал блок, и набегавший хоккеист завладел мячом. Другое дело, что атаку успешную развить не удалось Строителю в этом моменте. Но было красиво, да? То есть, как в баскетболе заслончик наши хоккеисты поставили сопернику. Здесь уже нарушили правила. Тайм-аут, да, видимо, сейчас показывают арбитры. Да, самое время. Наверное, Казань, скорее всего, его взяла. Ну, попытка сбить атакующий порыв Строителя. Ну или просто отдохнуть даже. В последние минуты сыктывкарцы явно выглядят очень, острее намного и нацеленнее на ворота. Да, если вы говорите, что по началу второго тайма Динамо было предпочтительнее и могло вполне забрать и третий мяч, то сейчас уже Динамо, наверное, должно быть довольно тем, что на табло только ничейные цифры. И 12-метровый, и 2 опаснейших выхода. Не скажу, что в 1-1, но очень опасные, серьезные удары были по воротам Виктора Яшина. Совершенно верно. Добавлю, что Динамо сейчас играет еще в меньшинстве. Ну да, в том же моменте ведь 12-метровым было удаление. Еще раз смотрим удар Артема Лихачева. Ну, прямо по центру, можно сказать, даже удар не получился, да, но перед вратарем мяч так подскочил, предательски зашел в домик. Выходит команда на лед, завершился тайм-аут, и очень важные минуты. Конечно, даже если матч завершится в ничью, то Строитель может занести это себе в актив. Все-таки набрали наконец-то очки, не проиграли, но все мы ждали матча с Казанью немножко другого результата. Но опять же, я знаю, что смотрят за наши трансляции из Казани. Я уверен, что в Казани тоже любители хоккея с мячом ожидали, как минимум, повторения сценария выездного матча для Строителя. Сыктывкарцы идут вперед. Это Максим Зубарев выходит во фланг. Его активно так встречают. Здесь все было по правилам. И вот уже контратака Казани развивается. Снова Сергей Обухов. Жестко с ним обошлись. Жестко. Но что хотел опытнейший мастер. Извиняются хоккеисты. Кажется, Сергей для многих хоккеистов, в том числе и Строителя, был и является кумиром, образцом для подражания. Поэтому с уважением все-таки относятся к нему у нас в столице Республики Коми. Но об уважении речь не может идти, когда твоя команда играет 2-2 и нужно забивать. Нужно забивать. И вот атака по левому флангу Сыктывкарского клуба. Здесь придержали хоккеисты Строителя, но в рамках правил, видимо, все было. Здесь снова борьба за мяч и дальняя диагональ от хоккеистов Динамо. С мячом, видимо, сейчас Максим Шакиров будет. Ну, еще время на пару атак есть. Ну, 2 минуты у нас осталось играть, да. Минута основного, еще минута добавленного. Были шансы и у той, и у другой команды, чтобы перетащить одеяло победы на свою сторону. Возможно, они еще будут, да. То есть 2 минуты это времени. Вагон, маленькая тележка и еще и прицепчик еще такой
тянущийся за ним. В атаке Казань. Снова Обухов. Прострел в штрафную. Борются за мяч игроки. Остается динамовцев в центре поля. Строитель сейчас обозначает вот прессинг. Максим Медведь, 70-й номер, выкатился. Тайм-аут явно пошел на пользу гостям. Отодвинули Согласен. ворот. Ну вот от ворот Строитель. Быстро, Максим, надо вводить мяч в игру. Быстро и в атаку бежать. Ну или что? Или вот эта пауза показывает, что Строитель согласен на ничью. Мальчик, подающий мячи, тоже не очень спешит. Максим Шакиров с ближайшим. С Шибонкиным. Одна из последних атак Строителя. Тут нарушение правил. Там по клюшке ударили капитана Строителя. Мяч останется у хозяев поля. Заброс в штрафную площадку. Прыжок, бросок! Не удается пробить, к сожалению. Еще мяч еще останется у Строителя. Судья уже поглядывает на часы. Они ему просто нравятся. Швейцарский Rolex. Последний год выпуска. Сколько же у нас арбитры зарабатывают? Ну, это секрет, Александр. Итак, Строитель. В атаке! Момент! Где момент? Где мяч? Не видим мяч. Мяч на штрафной. Пытаются апеллировать выносят к арбитру хоккеист Строитель, что там была игра высоко понятая клюшка, и не по правилам мяч был остановлен. Но надо самим надо забивать же, реализовывать свои моменты. Удар! Угловой. Ложится под мяч. Угловой. Зарабатывают хоккеисты Строителя угловой. Да, как сейчас со злости бросил клюшкой об лед. Ну вот он, момент истины, Кажется. наверное, в сегодняшнем Да. матче. Я думаю, что после этого углового будет финальный свисток. Если только не будет взятия ворот, тогда будет времечко еще у Казани развести мяч в центре поля. Сыктывкарцы не спешат подавать. Но здесь уже понятно, что спешить уже некуда, потому что после углового матч будет завершен. Очень важно сейчас вспомнить все, что тренировали, чему учили. Сергей Шибонкин на линии отметки углового флажка. Максим Немцев видим вблизи. Мяч, наверное, на центр пойдет. Смотрим. Подача! Неудачно разыграли, и На вратарь. месте голкипер гостей, да. И вратарь ногой уже выпинывает мяч. Все, звучит Матч, свисток, да. я так понимаю. Матч закончен. Это уже от досады. Виктор Яшин мяч выпинывал. 2-2, дорогие друзья. 2-2. Мы смотрим сейчас еще этот момент, да, который мог принести Строителю 3 очка. Здесь, да, попал 77-й номер. Евгений Перевозчиков спасает свою команду от поражения в далеко не чужом ему Сыктывкаре. Ну что, подведем итог. 2-2. 2-2. По Ничья. голу каждая из команд забила в каждом из таймов. Вел Строитель, потом казанцы отыгрались, во втором тайме снова вышли вперед, но сумасшедший удар Артема Лихачева с дальней дистанции и ошибка голкипера гостей, и в итоге ничья. Плюс Строитель не реализовал 12-метровый удар. Да, моментов было в конце у Строителя больше, но справедливости ради стоит отметить, что любая из команд может сегодня жаловаться на фортуну, на то, что могли выиграть. Поэтому 2-2 результат, который довольно закономерный. Не Хоть и устроил не ни одной из устраивает команд, никого, да, не устраивает ни одну из команд. но в то же время, по сути, наверное, логичный результат по игре. Вполне, да. Посмотрим. Увидимся с вами уже 14 января на игре «Строитель» Волга-Ульяновск. Отметим, что она начнется в 14:00, это будет воскресенье. И ее вы, как обычно, сможете увидеть на БНК, на YouTube-канале, на сайте и в сообществе ВКонтакте. Спасибо и до побед. Всего доброго, друзья.
череде новогодних праздников так хочется пошуметь. Конструктивно. Желаем вам выгодного ремонта в новом году. А наши цены – это главный подарок. Торговые центры «Инструмент». Настоящий праздник выгоды.